ayılma niye. Evet, bugün neredeyiz? Сейчас в России далеко не каждый знает имена своих прадедов и прабабушек, не говоря уже о датах их рождения и смерти. Изучая жизнь своих предков, человек начинает ощущать себя не одинокой песчинкой, бессмысленно болтающейся в людском мире, а частью живого древа, имеющего корни и растущие ветви. Такой человек осознает себя причастным к судьбе своего Отечества, ведь в истории любой семьи, как капли воды, отражается история государства. А судьба страны – это во многом история семей в череде сменяющих друг друга поколений. Мой прадед Иван Петрович Щукин любил записывать свои мысли в тетради. Иногда это были дневниковые записи, иногда размышления о жизни. У моего прадеда была очень трудная жизнь. В ней было все. И война, и тяжелый изматывающий труд, и голод, и постоянная усталость, вечная тревога за детей. Но при этом дед всегда оставался удивительно оптимистичным человеком, бесконечно любящим жизнь, людей, свою родину. Из записи перед нами предстает образ человека очень доброго и светлого, умного, перспективно мыслящего. Чем внимательнее мы вчитываемся в строки, написанные дедом, тем четче мы видим многогранную личность, творческую, мудрую, активную. Каждый день деда наполнен созидательными делами. Дед бесконечно радуется жизни, проживает каждое мгновение с восторгом, стремится сделать жизнь лучше. И это его качество передалось потомкам. Весь наш род – это люди умные, яркие, одаренные. Но главное, все мои родные творцы, которые создают красоту. Видеть красоту везде и всюду – это кредо жизни деда. Находит продолжение в его потомках. Наполнять жизнь смыслом, даже когда немыслимо трудно. Это главный закон нашей семьи. Творчество, наука, спорт, созидательный труд, музыка. Все эти составляющие жизни нашего рода были завещаны нам дедом. Мы свято выполняем его заветы. Иван Петрович Щукин. Целая эпоха в жизни своего родного села. Он был диктором радио, общественным деятелем, публицистом. Его острого пера, его меткого слова боялись тунеядцы, эгоисты, люди нечестные и корыстные. Его речи о людях труда становились маяком в бурной реке жизни. Мой прадед сумел пройти через все испытания, сохранив в себе чистую душу ребенка, веру в людей и стремление менять жизнь к лучшему. Эти качества он передал своим потомкам. Дед обладал умением красиво образно говорить, писать, стремился анализировать важные события жизни, считал, что плохих людей нет. По мнению деда, любого человека можно наставить на путь истинный, помочь найти себя. И, конечно же, в душе деда жила огромная любовь к родине. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы его маленькое село стало местом, где царят добро, созидательный труд и стремление к непрерывному образованию. Все члены нашей семьи продолжают его замечательный путь. Целеустремленность – вот объединяющая всю семью сила. Ставить цели и грамотно, планомерно, пошагово их достигать. Человеку подвластно все – и зло, и добро. Мы живем во имя добра.